Так, Вячеслав Анатольевич Штыров. Вы тоже охотник? Сразу признавайтесь. Все. Колитесь. А вот тут, Валентина Ивановна, значит, и заключается суть дела. Коллеги, потише. Дело же не в развлечении, в охоте никак, в забаве, в развлечении. А дело в том, что у нас во многих регионах Российской Федерации, прежде всего это касается Дальнего Востока и Крайнего Севера, охота является единственным источником существования людей, понимаете? Единственным источником. Если ввести какие-то ограничения, да еще вы знаете, значит, какой у нас мощный административный аппарат в стране, и сколько у нас всяких разных чиновников, они остановят всю охоту, понимаешь, этой почвы для коррупции, этой почвы вообще для опасного положения, для коренных малочисленных народов в особенности. Как вы не поймете, что для одних это гламурное развлечение, а других это вообще единственный источник для пропитания. Поэтому, если все вопросы не продуманы, зачем же мы принимаем такой закон? Тем более, что вы сами многие говорите, в том числе вы, Валентина Ивановна, что есть возможности компромисса. Ну так давайте реализуем эти компромиссы. Почему мы должны, значит, смотреть на это? А кроме того, с формальной точки зрения, я вам напомню, что неоднократно разные законы разрабатывались правительством, поступали в Государственную Думу, принимались, а мы с вами их отвергали. Разве это первый раз? Имеем полное право на это. Для этого и есть Палата регионов. Потому что у них, как бы, мы в большей степени понимаем суть происходящего. Поэтому надо голосовать против. Доработаем и примем в первом квартале с формулировкой, которая всех устроит. А у вас есть такие формулировки? Есть, вот с Лебедевым. Ну, если они разумны, ну как же могли их отвергнуть тогда? Но вы не знаете, как Так, это все хорошо. бывает в спешке, когда по 90 законов принимается, а в Доме по 200. Хорошо. Так, коллеги, ну давайте завершать коротко. Александр Геннадьевич Шишкин.